Яркая мелодия изящной скрипки на фоне идеального исполнения на черно-белых клавишах. Это звучание инструментов так и окутывает камерный зал Ингушского государственного университета. В нем слышится история преданности искусству длиною в 15 лет. Музыкальный калейдоскоп классических произведений. Самым проникновенным образом в нем звучит пьеса Баха и мелодия «Одинокого пастуха» Джеймса Ласта. Звуки льются из-под пальцев Нагима Абилова. Музыкант с 20-летним стажем. Больше специализируется на флейте. Удивительные инструменты и виртуозность его владельца полностью погружают слушателей в музыку. Инструмент меня на самом деле вел за собой в очень разные музыкальные коллективы, обогащал мой жизненный опыт. Действительно, он дал мне возможность даже увидеть весь Казахстан, все города практически. Вот с ним мы также и выезжали за пределы, за границу, в Германию. А так я благодарен своей специальности, профессии, инструменту. Я думаю, считаю его уникальным среди духовых инструментов. После каждой композиции овации Александр Аристов взял в руки саксофон больше 20 лет назад и понял, это тот самый инструмент, который вместе с музыкой учит видеть мир во всем его многообразии и чувствовать его красоту. Это он хочет донести и до своих учеников. В основном упор идет на сольфеджио и специальность. Я имею в виду пока предметов какие-то, как литература или хор, еще. Просто инструмент. Да, инструмент, в учебном процессе, как обычно, учим пьесы, гаммы, этюды, растем, развиваемся, готовим. У меня дети уже ездили в Нальчик, ездили в Ставрополь, кажется, не помню, они лауреаты, дипломанты. Талантливые и вдохновленные все 15 лет. Сегодняшний концерт – это своего рода демонстрация. В студии нет случайных людей. За каждым преподавателем большой опыт работы. А главное – любовь к творчеству, которые окупаются. За этот высокий профессионализм и вклад в развитие музыкального искусства Ингушетии именинников наградили благодарственными грамотами от регионального Минкульта. Самое главное, я пожелаю, талант у вас есть, здоровья, крепкого здоровья. У вас есть теперь мощная поддержка в нашем месте. Понимаете, Айна, я, у вас есть все. И мы все, и еще в этом году мы заложили ряд инструментов музыкальных, чтобы вы знали. Сегодня в студии работают 20 педагогов, в их числе Аслан Костоев, бывший выпускник, а ныне преподаватель класса фортепиано. Обучение в студии искусства открыли для него двери в Ростовский колледж при консерватории имени Рахманинова. Успешно его окончив, он вновь вернулся в родную альма-матер. Пока набираемся опыта. Тоже стараюсь все, что знаю, дать. Набираюсь опыта у старших преподавателей. Считаю, что студия для очень многих детей открывает и будет открывать такие возможности. И как минимум просто широко просвещать массы в смысле культуры, в смысле искусства, в смысле музыки. Такая возможность есть сегодня у более сотни воспитанников студии. За это именинников благодарят в первую очередь родители. Ребенок с удовольствием занимается по классу фортепиано. У нас педагог Макарова Алла Николаевна. Очень довольны именно не только по фортепиано, там все специалисты, каждый специалист в своем деле. Хочу сказать спасибо всем, кто причастен, и не только педагогам, и всем родителям, кто вообще причастен к этой студии, и кто работает, кто учится, потому что мы получаем от этого огромное удовольствие. За все время своего существования студия искусств смогла создать свою летопись истории с множеством событий и достижений. Ее выпускники участвуют и побеждают в международных конкурсах не только в России, но и за ее пределами, а многие уже и работают. За эти годы был поставлен первый на Северном Кавказе молодежный киносериал «История одного класса». Фатима Ахкильгова поставила его. Было выпущено 18 выпусков детского юмористического киножурнала «Ольгиш». Это аналог «Ералаша». И наши дети после этого отделения, после обучения на отделении музыкальный театр, поступали дальше уже нашли себя именно в таких профессиях, актерских профессиях.
15 лет – это определенный рубеж, высокая ступень, на которую нужно было подняться. На вопрос, что пожелать на юбилей, ответ у именинников простой – отпраздновать столетие, сохранять и приумножать традиции студии, чтобы уже на следующий юбилей они могли наслаждаться такой же чистой и проникновенной музыкой в исполнении уже своих воспитанников. Жарадат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.